Второе омерзительное видео, возможно, даже еще более омерзительное, я хочу вам показать, это извинения, которые приносила ТНТ ингушскому народу. Вот мне кажется, это даже унизило и оскорбило ингушский народ. Предыстория такая, ну, ТНТ, комедийная передача, там какой-то скетч какой-то довольно странный и не очень-то смешной, там, из жизни проституток. Значит, мамаша, такая-то сутенерша этих проституток что-то им говорит, они ей отвечают, и одна из проституток, значит, в конце им что-то говорит непонятное, а та ей отвечает, а я знаю ингушский язык. Ну и вроде как вышла эта проститутка из Ингушетии. Ну, окей, не смешной скетч, да, она это все остальные проститутки говорили по-русски без акцента, из чего очевидно, что они русские, одна из них из Ингушетии, и какие-то, ну, не знаю, какие-то бандиты, или какие-то странные вооруженные люди. А к ТНТ у меня, ну, обращение такое, вам вы сами себе не противны? А давайте, пожалуйста, извинитесь за Равшада и Джумшута перед всем таджикским народом. А за это, помните, у вас были бомжи, сифон и борода. Извините, пожалуйста, перед русским народом. Давайте теперь каждый раз, когда вы в каком-то скетче кого-то высмеиваете, ну, в этом задача скетча, в этом задача юмора, над чем-то смеяться, в том числе смеяться над такими порочными явлениями, как проституция. Вы высмеивали, ну, понятно, что общий-то контекст шуток какой, что мы обсуждаем, что есть проституция, мы смеемся над какими-то зарисовками из их жизни, и каждый раз теперь, когда вы будете русского алкаша или русскую проститутку, вы будете приносить извинения перед русскому народу? Не будете. И кто вы такие после этого? Это омерзительное халуйство. Ну, я могу понять. К вам приехали какие-то там бородатые бандиты с пистолетами Стечкина и начали говорить, что, значит, мы вас сейчас зарежем, если вы не принесете извинения. Но тогда не нужно было начинать шутить. Тогда не нужно этим заниматься, если вы такие трусы или заблюды и хлуи. Противно нам всем за этим смотреть. В прекрасной России будущего, вот такого точно не будет, в прекрасной России будущего ингушский народ скажет: фу на вас, как говорил Алишер Усманов, на ваши шутки мы вообще не замечаем этого. Ну, это просто полная ерунда. И в прекрасной России будущего люди, которые ведут юмористические шоу, ну, окей, они извинятся, может быть, за плохую шутку, она была не смешной. Ну, они постараются лучше шутить, но они не будут участвовать в этом позорном мероприятии, которое просто унизило всю страну. Потому что мы увидели, что полиция, оказывается, в России не работает, что можно приехать и запугать этих несчастных, трусливых телеведущих до такой степени, что они будут там 10 разных